За последние 2 дня в республике побиты сразу 2 температурных рекорда. 16 января термометр показал +3, а 17 уже 5 градусов тепла. Что это за зима такая, что от нее еще ждать, не берутся прогнозировать даже опытные синоптики. И такие резкие колебания погоды участились за последние 20 лет, говорят специалисты. Дмитрий Аринин изучил климатические изменения за последние 100 лет с момента создания Татарской ССР и посмотрел, как погода влияла на жизнь татарстанцев. И этим материалом мы начинаем цикл специальных репортажей, посвященных юбилею ТССР «100 лет в деталях». Вот ведь последняя краюка хлеба осталась. Пшеница-то совсем не уродилась. И рожь тоже. Уже в первые годы ТССР столкнулась с сильным голодом. Страна еще не оправилась от гражданской войны, а свой удар уже нанесла погода. От засухи площадь посевов сократилась на 1/5 часть, вымерла половина скота. Голодали миллионы жителей республики, скончались около 500 тысяч человек. Были предпосылки к возникновению такой засухи. Так снега было достаточно мало. В июне был также недобор осадков. И вроде бы в июле все выправилось, и осадки появились, но важные фенологические даты, важные для растений. Важный момент был уже упущен, и как следствие был неурожай. Взяться за весла в мае 26 года пришлось многим казанцам. Из-за наводнения уровень воды местами поднялся аж на 15 метров. Разрушились дамбы, затопило десятки улиц. Переселять пришлось более 10 тысяч человек. Буквально у людей уплывали дома, которые они потом, по истечении некоторого времени, находили достаточно далеко. С середины 50-х с появлением Куйбышевского водохранилища в ТССР начал меняться климат. Он стал более влажным, появились бризы. Сейчас в год столетия ТССР зима в республике не бывала теплая, с плюсовыми температурами и дождями, вон, повсюду лужи. А полвека назад такое трудно себе было представить, напротив главенствовали морозы. Температурный рекорд пришелся на январь 1942 года. Тогда термометры, которые не замерзли, показывали минус 44 градуса. Подобный повторился в декабре 1978 года. Из-за мороза не заводился автотранспорт. Те, кто поехали на трамваях, тоже радовались недолго. От холода лопнули трубы водопроводов, вода затопила улицы и лед сковал рельсы. Так же, как вспоминают, с бортов облетела вся краска. Вот так заматываешься по глазам, и все жутко пробирает мороз, потому что невозможно передвигаться по улице. Во многих подъездах лопнули батареи, потому что люди не закрывают дверь, там, допустим, и холод проходит, батареи лопаются, замерзают и так далее. Хорошо, по-моему, таких катастроф, чтобы люди теряли тепло там кварталами или городами, я такого не помню. Но я хорошо помню, что у нас, например, в саду все яблони вымерзли. Все. Вредителей картофеля ранее у нас невидных принесли теплая зима и жаркое лето 1972 года. В республике акклиматизировались колорадские жуки. Не опасались, не боролись. Когда уже бичом стал колорад жук в 80-е годы, начали травить, не знаю чем, дустом. Потом уже появились специализированные химические средства для борьбы с колорадским жуком. С 70-х средние температуры становились все выше, а погода более непредсказуемой. В 2007 году над Казанью пронесся смерч, уничтоживший целую березовую рощу. Около реки Нокса там огромная полоса, где-то метров 20-30 шириною. Все, деревья были разворочены. На 2010 год пришлось самое жаркое лето. На градуснике было плюс 34, а в лесах бушевали пожары. Возгорания охватили площадь в 150 гектаров. В тот год вместо 5 миллионов тонн зерна в Татарстане собрали всего 700 тысяч тонн, а 100 тысяч тонн картофеля пришлось закупить в Белоруссии. С руководством страны договариваться лично ездил Рустам Миниханов. Условно специалисты разделяют это столетие на 2 части. Если в первой половине климат был предсказуем, то с 70-х с началом глобального потепления погода начала преподносить сюрпризы, иногда на грани фола. Ускорение происходит на наших глазах за последние 20 лет. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.